Салют, дорогая республика! Чувствую, перед экранами сейчас самые любознательные и позитивные жители нашего края. Команда студии 11 приветствует каждого и обещает, в ближайшие 20 минут ваш интерес к открытию этого мира точно возрастет. Чем же мы удивим вас в этом выпуске? Вот краткий экскурс в первую часть. Великая Победа. О снятии блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. «Сияй» – о том, как правильно ухаживать за своей улыбкой, расскажет стоматолог. Для сладости сна – какие комиколыбельные лучше всего успокаивают деток. Страшный голод, страдания, разруха и бомбежка. 872 дня, ровно столько в страхе и ужасе проносили через себя ленинградцы всю боль блокады. В то время еще больше усилившая горечь от Великой Отечественной войны началось 8 сентября 1941-го. Задавшись целью уничтожить северную столицу, немецко-фашистские захватчики развернули военные действия на подступах к городу. Почти 900 дней сообщение с Ленинградом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Немцы планировали взять город измором, но наши стойкие и невероятно храбрые люди сделать этого не позволили. В блокадных условиях ленинградцы не только воевали, но еще и трудились. Прорвать кольцо блокады советским войскам удалось лишь в январе 43-го. По южному берегу Ладоги была построена железная дорога, и по ней в обедневший город наконец начали возить провизию. Окончательно снять блокаду удалось лишь в 1944-м. 27 января был объявлен днем полного освобождения Ленинграда. И в эту важную для всей страны дату, День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, мы хотим еще раз выразить огромную благодарность тем, кто общими усилиями привел нашу страну к победе. Утро каждого человека без исключения начинается с гигиены полости рта. Чистка зубов – ритуал обязательный как для деток, так и для взрослых. К слову, впервые уход за улыбкой люди применили примерно 7000 лет назад. Для изготовления первых образцов зубной пасты наши предки применяли перец, ирис, мяту и иногда соль, даже яичную скорлупу. Сегодня помощники в сохранении белоснежной и здоровой эмали имеют куда более действенный состав. О том, какую пасту выбрать и как правильно чистить зубы, чтобы сияющая улыбка сохранилась с вами до глубокой старости, узнала у стоматолога Алена Туркина. Как же часто нужно ходить к врачу-стоматологу, показывать свои зубы? Добрый день. Все-таки необходимо 2 раза в год стоматологу на прием приходить, профилактически. Да? Пусть это будет просто осмотр. А как часто нужно чистить зубы? Бытует мнение, что нужно всегда после приема пищи зубы свои чистить. Вот вы, как врач, какие дадите рекомендации всем нашим землякам? Ситуация такая, что, естественно, после ночного сна, да, когда человек пробуждается, бактерии активно размножаются в полости рта. Они чувствуют себя там вольготно. Поэтому логически, конечно, привести полость рта в порядок, связано это с тем, что, во-первых, повышена кислотность в полости рта, неприятные ощущения после ночного сна, да, в полости рта, запах неприятный, и вообще дискомфорт в целом. Кто-то чистит зубы до завтрака, но в любом случае чистка до завтрака предусматривает прием пищи спустя 30-40 минут. Точно так же, как после приема пищи, тоже мы должны чистить зубы спустя 30-40 минут. Вообще, все это настолько индивидуально и связано с особенностями организма каждого человека. В любом случае, выбирать вам, вы будете это делать до приема или после. Если вы почистили зубы до приема пищи, то, пожалуйста, не забывайте о полоскании полости рта тогда после приема. Или наоборот. Сполоснули, а затем уже почистили.
Я думаю, что в арсенале человека с красивой белоснежной улыбкой находится не только зубная щетка и зубная паста. На что же еще стоит обратить нам всем внимание? Может быть, это зубная нить, ополаскиватель, или как этим всем пользоваться? Обязательно в арсенале каждого человека, кроме зубной щетки и пасты, должны присутствовать зубные ёршики, зубная нить, ирригатор, полезная вещь в домашнем хозяйстве, и ополаскиватели полости рта. Опять-таки, право выбора остается за вами. Не забываем о том, что зубную щетку надо менять 4 раза в год. То есть каждые 2-3 месяца вы должны заботиться о своем здоровье прежде всего. Пасты делятся на очищающие и лечебные, противовоспалительные. Зубная нить и зубные ёршики – это тоже как вспомогательные средства гигиены полости рта. Они используются, как всегда, после приема пищи. Ирригатор – очень полезный аппаратик такой, которым мы тоже приводим в порядок гигиену полости рта. Желательно, конечно, им пользоваться постоянно, а не время от времени. Виктория, казалось бы, это простые истины, но, тем не менее, проблемы очень часто такие встречаются именно с полостью рта. Давайте все-таки проговорим, чем чревата плохая гигиена полости рта. Приводит не только к развитию кариеса, но также и к кровоточивости в полости рта, неприятному запаху и, как следствие, проблемы с желудочно-кишечным трактом. Ну и мы не сказали еще про жвачку. Считается ли она вспомогательным элементом в поддержании должной гигиены полости нашего рта? Жевательная резинка, да, это вспомогательное средство гигиены полости рта. Если жевать жевательную резинку дольше 10-15 минут, прекращает вырабатываться суставная жидкость, и сустав, он работает, можно сказать, в холостую, то есть без дополнительной смазки. В результате этого боли в области сустава, его воспаление, трудности при открывании полости рта. Виктория, спасибо большое, что провели нам краткий ликбез. А вам, дорогие телезрители, я желаю крепких пломб. А вам, вот знаете, вот врачам всегда хотелось бы пожелать поменьше работы. Вот, как бы это ни звучало, поэтому здоровых вам пациентов. Спасибо вам большое. Уснуть как младенец быстро, а главное крепко. Таким похвастаться могут скорее взрослые. После очередного тяжелого дня нам стоит лишь прилечь, закрыть глаза, и все. Через пару минут мы уже видим сны. А вот что касается деток, укладывать их порой приходится часами. В помощь, конечно, колыбельные, особенно мелодичные коми-национальные песенки. Вот, например, удорский вариант. Bye, bye, Ужиш до напия, умыт ведлокта, батид муни горны, мамыд муни кажны, бабы скатки конполим, вайжами ужиш там, чиняста кунюш там, бай. Надеюсь, сейчас никто не прикорнул. Время для сна еще раннее, тем более, что мы подобрались лишь к экватору нашей программы. После небольшой паузы продолжим. Вас приветствует информационно-развлекательная программа «Студия 11». Продолжаем повышать градус хорошего настроения. И вот что для этого мы приготовили во второй части нашего выпуска. Новые маршруты. Чем может удивить столица Коми путешественников из больших городов? Долгожданная премьера. Леонид Еремин на грядущем концерте про дружбу Рахманинова и Струве. Полезная сладость. А вы знаете, как правильно хранить мед? Однажды кто-то сказал: путешествие – это единственная вещь на свете, покупая которую становишься богаче. Полностью с этим согласна. Недавно новыми эмоциями от экскурсии по столице Коми обогатился и Алексей Трубицын. Блогер-путешественник колесит по России, снимая на видео не только местные достопримечательности, но и что-то поинтереснее. В Сыктывкаре, например, внимание молодого человека привлекла старая водопроводная колонка на улице Карла Маркса. А вот еще рядом с Лондоном находится такая будка, в которой стоит колонка. Работает. Прикольно.
Композитор, концертмейстер, преподаватель Санкт-Петербургского госуниверситета Леонид Еремин готовится привести в Сыктывкар концертную программу, посвященную дружбе музыкантов Сергея Рахманинова и Николая Струве. Об этом он рассказал в программе «Студия-11». Моя коллега Елена Красильникова, зная, что Леонид Еремин еще и исследователь русского романса, поговорила с ним об особенностях этого жанра, о редках Александра Вертинского и даже творчестве Зураба Церетели. Видимо, потому что записывали интервью в Московской галерее художника на Причистенке. Вы сегодня настолько увлекательно рассказывали о русском романсе, о его неточности, о том, что много импровизации допускается в аккомпанементе. Ну, не только, и в мелодии тоже. И эта мелодия может родиться здесь и сейчас, прямо во время выступления. Импровизация возникает тогда, когда вы находитесь уже в материале, в теме. Вы становитесь... Происходит такой момент, когда вы становитесь мастером. И, собственно говоря, как народное творчество, когда приезжаешь в деревню, бабушки поют, они же не понимают, что они поют. То есть они поют, потому что душа поет, но они мастерицы, они мастера, и они импровизируют. Вот мы только что посмотрели сериал «Вертинский», и мне, конечно, важно знать ваше мнение как профессионала на этого музыканта. Конечно, это очень близко к романсам. Но мне кажется, что это даже несколько, может быть, хотя Александр Николаевич, он пел, безусловно, пел, он называл сам свои вещи редкими, но это, наверное, так, с улыбкой он называл. Безусловно, это ближе к жанру романса. И где-то смыкается с жанром мелодикламации. А мне казалось, что вы, профессионалы, как-то свысока всегда смотрите на Вертинского. Это действительно, наверное, есть у людей, которые занимаются высоким классическим искусством. Наверное, все-таки такое есть. Но это, я думаю, что это юношеская, скорее, такая бравада, потому что чем старше человек становится, он понимает глубину и смысловую наполненность этих, казалось бы, маленьких небольших ареток. Он сам проживает это. Скажите, а есть ли какая-то связь с бардовской песней, которая развивалась в 60-е годы, и русским романсом? Ну, вообще, романс и песня, они ведь, понимаете, как сестры. И форма написания романса все же коленная такая же, как и песня. Да, конечно, в романсе больше вставок, отклонений. Романсы могут быть различной длины. Песни более, скажем так, плохое слово, более примитивное. Это не очень подходящее слово, я сейчас не могу подобрать другое. Более простые, скажем так. А романсы более сложны. Бардовская песня, безусловно, имеет сходные черты, потому что ведь там большую роль играет поэзия, и слово как таковое в романсе тоже является главенствующим. Леонид, вы сегодня выступали, рассказывали в галерее Церетели. Вот как вам в этом зале, как вы себя ощущали? Не знаю, я, честно говоря, потрясен. Когда мы пришли, нас пустили вот там, где яблоко, я не ожидал. Понимаете, я готовился к своему мастер-классу, и все мои мысли были сосредоточены на этом. И вдруг я оказался в огромном пространстве, удивительным образом организованном, с огромными скульптурами, которые действительно на меня оказали сильное впечатление. Очень талантливо. Просто, я не знаю, может быть, он гений, я не интересовался, честно говоря. Леонид, спасибо вам за интервью. Ждем вас в Сыктывкаре. Спасибо большое за беседу. Да. Спасибо. Обязательно будем стараться приехать. Липовый, гречишный, цветочный, с добавлением орехов, шишек и прополиса. Вспоминая о меде, хочется упоминать лишь пользу этой сладости. И действительно, еще с давних времен мед применяется в лечении различных недугов. Но немногие в курсе, что, используя или хранимый мед неправильно, его целебные свойства быстро разрушаются. Пчеловоды Коми советуют, хранение натурального меда должно сопровождаться всеми естественными для него процессами: кристаллизацией, повышением плотности,
кислотности и помутнения. Самые благоприятные условия для хранения меда – это темное, прохладное, сухое место, которое нормально проветривается и не содержит сильных посторонних запахов. В холодильник мед ставить не нужно. В качестве емкости для хранения лучше использовать стекло с плотно закрывающейся крышкой. Срок хранения меда – 1 год. После этого он будет активно терять свои свойства. Поэтому, если в вашем доме застоялась баночка с тягучей сладостью, быстро открывайте ее и вперед пить чай. Всем вкусных и здоровых будней! Фотоохота на братьев наших меньших. Помните, как в известном мультике «Простоквашино» Шарик на фоторужье снимал животных? Так вот, Валентина Игнатьева на более привычный для нас аппарат тоже запечатлела на снимках снегирей и белок. Юркие красавицы в окружении красногрудых птичек носятся по веткам деревьев, словно напоминая «Скоро весна». Вот мы и завершаем этот выпуск. Прощаться с вами, конечно, не хочется, но обещаем, расставание будет недолгим. Увидимся уже завтра, а пока команда студии 11 желает вам хорошего настроения и удачи во всех начинаниях сегодня. Пока-пока!